Ассаламу алейкум, всех приветствую. Вот уже больше месяца в Украине идет тяжелая, ожесточенная война. Гибнут мирные жители, некоторые города сравняли с руинами. Россия в своем империалистском стиле вторглась на территорию суверенного государства и в этом случае решила навести там не конституционный порядок, а провести там денацификацию и демилитаризацию. Но даже в этом хаосе, когда бьет артиллерия, летают ракеты, смогли выделиться кадыровские отщепенцы и пробить очередное дно маразма. Давайте посмотрим видеоролик, который записал депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов, находящийся якобы в Мариуполе. Udustureni hoqer naziski tietyah deelda hoqer lilos dek tagler bilgo yok hoqer flag yu hoqer naziski zakst etiten os liers schilgeler inah ihabesh şeytna shash mayeril Sheikh Mansoura tibol qur khit es bikhyash har waxa bish şeytnash os funadin imerati igil ayay boqtat Deel dinle peygamber sünnet deel selam olsun siz de kan lier şol her şey etmiş. O şey geçe şu yud ya yella hoşi do yok. Tan yol işte dur. Dal mola yelci ve yudur şatos. На данном видеоролике Делимханов демонстрирует нам удостоверение командира чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура, который сражается в Украине против российских оккупантов. Но тут самое интересное, когда Делимханов закрывает это удостоверение, он указывает нам на герб Украины и говорит, что он нацистский. И якобы те чеченцы, которые сражаются на стороне Украины против российских оккупантов, не имеют ничего общего с исламом, так как они сражаются за нацистов. И тут я хотел бы тебе напомнить, Делимханов, что данный герб у Украины с 1992 года. И по сегодняшний день вы не имели к нему никаких претензий, и он для вас не был нацистским. Вы могли подписывать с Украиной разные соглашения, сотрудничать, и этот герб вам никак не мешал. И вдруг, когда твое государство решило вероломно вторгнуться на территорию суверенного государства, он превратился в нацистский. Для начала тебе бы, Делимханов, стоило обратить внимание на тот герб, который ты носишь у себя на удостоверении, на эту дурацкую двухглавую птицу и тот флаг, который ты носишь у себя на форме. Именно под этим гербом и под этим флагом российская армия уничтожала чеченский народ. Более 350 тысяч убитых мирных жителей, из которых 50 тысяч это дети. Наши города и села сравняли с руинами. Именно под этим флагом и под этим гербом, который сегодня для тебя стал родным. Вот такой вот он путь Ахмата, путь предателей и лицемеров. И в конце вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.